Здравствуйте, меня зовут Эльвина, я мастер спорта по игре Го. Давайте вместе с двумя моими учениками узнаем правила игры Го. Цель игры Го – борьба за территорию. Один игрок играет черными, другой белыми. Камни ставятся на любое пересечение линий. Мы научимся съедать камни. А как этот камень спасти, если ход черный? И сначала наши камушки играют вдалеке друг от друга. Если наши камушки столкнулись, получается у нас такая маленькая битва. И теперь у кого оказалось больше земли, тот и победил. На прошлом занятии мы с вами научились съедать камушки. А сегодня мы с вами поговорим об этих камнях, как о воинах, как о солдатах. Вот этот солдат, этот воин, он идеальный. Он сделает все, что вы прикажете ему. Вы главнокомандующий своего войска. А это ваши войска. Камушек пойдет за вас охранять границу, за нашу родину, да, за черную сейчас. Он пойдет на смерть, если вы его отправите, да, потребуется жертва. Все сделает. Но есть все-таки для него один запрещенный ход. Ему запрещено, он такой идеальный, что он не может совершить самоубийство. Ход, который убивает свой камень, запрещенный ход. То есть камень сам себя убивать не может. Понятно, да? Да. Потому что вот мы его поставили, и вот мы должны его сразу снять. И что же мы сделали? Ничего? Ничего, получается, да? Давайте-ка посмотрим с вами на разные виды запрещенных ходов. Например, здесь у нас уже стоит один белый камушек. Могу я пойти сюда? Нет. Нет, Сразу не могу. придется снять. Сразу придется снять оба, да? Да. Так делать нельзя. Есть вид запрещенных ходов, которые разрешены. Вот смотрите, у нас стоит такая позиция, но если белый успел окружить камушки снаружи, то этот ход становится разрешен, потому что он съедает два черных и сразу освобождает себе дыхание. Понятно? Давайте сделаем несколько упражнений. Я поставлю несколько позиций, а вы мне скажете, в какие ходы в этих позициях запрещены, а какие разрешены. И теперь я буду показывать вам ход, а вы говорите мне, разрешен этот ход или запрещен. Скажи, пожалуйста, вот этот ход разрешен? Запрещен. Запрещен, правильно. Вот этот ход разрешен? Запрещен. Запрещен. А у меня есть еще дыхание. Разрешен. Разрешен, правильно. А если я захочу сюда еще один камень поставить? Запрещен. А вот это уже запрещено. Нельзя такие камни снимать с доски. Мы должны сказать сопернику, если он сюда поставил, этот ход запрещен, и он его не должен делать. Понятно? Скажите, пожалуйста, вот такой ход разрешен? Разрешен. Разрешен, потому что у камушков есть дыхание. Он плохой, потому что черные сейчас белых съедят. Ну да. Да. Разрешен, но плохой. Разрешен, но плохой, правильно. Запрещены только те ходы, которые сразу себя уничтожают. Отлично. И теперь мы с вами, умея съедать камни и зная, какие ходы делать нельзя, можем сыграть в одну замечательную игру, которая подготовит нас к игре Го. Игра называется Atari Go. Будем пытаться съесть камушки противника. Вы будете ходить по очереди, и кто из вас первый съест камень противника, тот победил. Это цель Atari Go. Съесть первым камни противника. Яна будет играть черными и начинает игру. Слово Atari в игре Go означает нападение, после которого грозит съедение. Давайте я покажу, как правильно держать камни. Да? Камушек держится вот таким образом. У нас много-много-много камней на доске становится. Денис сыграет черными, а Яна белыми. Черные в игре Го ходят первыми. Получается, что тот, кто ходит черными, имеет небольшое преимущество, ведь он ходит первый.